Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Цмирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Сегодня мы с вами будем говорить о музыке. Мой собеседник Валентин Урюпин, дирижер и кларнетист. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. Давайте начнем с анонса. 19 апреля в Бишкеке состоится концерт, ради которого вы приехали. Да. Это будет в драмтеатре. В театре кыргызской драмы, подчеркну. Да. И моими партнерами будут известные очень в Кыргызстане музыканты. Это камерный оркестр под управлением Эрниса Асаналиева. Прекрасные музыканты. И мы приехали вместе со скрипачкой Дарьей Зиадиновой. И мне кажется, программа получилась очень и изысканная, и красивая, и о многом говорящая. И я уже доволен программой заранее. Расскажите нам о программе. Мы будем этот вечер посвящать 3 композиторам. Это Феликс Мендельсон, причем молодой Феликс Мендельсон. Это немецкий композитор, в общем, условно раннего романтизма, то есть скорее первой половины XIX века, который написал великое множество, несмотря на свой довольно короткий век, написал очень много музыки, которую знают все, начиная от свадебного марша и кончая скрипичным концертом. Но мы будем играть музыку практически маленького Мендельсона, я бы даже не сказал юного. Те 2 сочинения, которым мы посвятим первое отделение концерта, он написал в районе 14-16 лет. Он был вундеркинд, как Моцарт, почти как Моцарт. Во втором отделении как раз будет произведение Моцарта. Это его кларнетовый концерт. В общем, я не так часто уже сейчас играю на кларнете, но очень рад возможности еще раз сыграть это такой кларнетовый блокбастер, который, в общем, своего рода, который действительно звучит во всем мире и наверняка звучал и в Бишкеке тоже. Причем сыграю я его без дирижера, что, мне кажется, в этой части света не часто случается, хотя это довольно распространенная такая форма музицирования, когда все друг друга хорошо слушают, дирижер, в принципе, не так уж и нужен. И поэтому дирижера не будет. Будет солист и оркестр просто. То есть формально руководить в этот момент оркестром будете вы. В принципе, они должны будут следить за вами. Я бы сказал, что вот когда встречаются хорошие музыканты, очень часто дирижера просто заменяют уши. Это превращается в такую камерную музыку, разговор, как у нас с вами сейчас. Уже, в общем-то, не нужен руководитель, потому что все знают, все друг друга чувствуют. И вот это сочинение, оно будет соседствовать с музыкой, которая, наверное, в Кыргызстане играется впервые. Это произведение Альфреда Шнитке «Моцарт а-ля Хайден». Он его написал, в общем, как свадебный подарок своим друзьям, Татьяне Гринденко и Гидону Кремеру. Это выдающиеся скрипачи, которые ныне живут и здравствуют. И когда они были, в общем, довольно юные, но уже известные, Шнитке написал для них такую шутку для 2 скрипок и маленького оркестра и дирижера. Дирижер там тоже своего рода такая театральная роль несколько. Хотя и руководить тоже. Вот там руководить нужно. Там надо иногда дать какой-то жест, чтобы все поняли, где мы находимся. И вот Дарья и Эрнис будут солирующими скрипачами. Я буду дирижером. И там еще есть световая партитура небольшая. И вообще это театра, это шутка такая своего рода. И я буду очень рад представить впервые для кыргызстанской публики эту прекрасную и очень веселую маленькую пьесу. То есть мы вас увидим и как кларнетиста, услышим, и как дирижера? Да. А кем вы себя больше ощущаете? Нет, дело не в том, кем я больше ощущаю. Я уже давно зарабатываю на жизнь на 97%, наверное, дирижированием. И на кларнете играю не так часто. Вы сказали, что если музыканты хорошие, это говорит о том, что в Кыргызстане хорошие музыканты. Да, безусловно.
Вы не первый раз приезжаете, вам нравится? Да, да, в общем, я приезжаю всегда с большими перерывами, но мне кажется, это уже четвертый, наверное, раз. Четвертый — это всегда разная история. Вот я помню, что последний раз это было еще до пандемии. Мы в оперном театре играли 2 вечера подряд оперу «Тоска» Пучини. Причем интересно, что это было в оперном театре, но тем не менее в концертном исполнении. То есть все сидели на сцене, и это был даже не оркестр оперного театра, по-моему, а вот госоркестр Кыргызстана, и международный был состав солистов, и мы 2 раза в абсолютно переполненном оперном театре сыграли этот шедевр. И еще до этого был Open Air, тоже, не помню уже год. Но это был фестиваль, вот, который, собственно, меня всегда приглашают. У меня один, можно сказать, один менеджер всегда в Кыргызстане. Это Виктория Юртаева, которая делает, мне кажется, совершенно изумительные проекты. И это всегда что-то невероятно интересное для бишкекской публики. Это всегда что-то новое. Например, мы играли под открытым небом 5-ю симфонию Чайковского. И я помню, как этот вечер совершенно изумительный. Слава богу, что дождь не пошел тогда. Вот. А вот первый раз, когда я здесь был, это уже было прилично лет назад, наверное, около 10. И это было тоже с Эрнисом и с его камерным оркестром. И еще вдруг, где-то, может быть, в филармонии, не помню точно. И поэтому я всегда рад возвращаться, пусть это не очень часто случается, но это всегда большая радость. Что вы ждете в этот раз от концерта? Концерта, самого концерта. Мы никогда, знаете, мы никогда не ждем ничего специального. Ну, во-первых, то, к чему я пришел вообще в последнее время, и то немножко под что не заточена наша советская и там теперь российская исполнительская школа, это я стал ждать получения удовольствия. Вообще у нас это никогда не считалось. А вот удовольствие, вот что для вас будет? Просто играть музыку — это уже гигантское удовольствие. Ну а как? Но вот я хочу еще раз сказать, что это как-то... Я как-то никогда об этом не думал, и меня никогда этому не учили. Когда я учился в ЦМШ, в консерватории, конечно, важным было всегда вынести на сцену максимально, не уронить там знамя страны, потому что мы ездили на конкурсы большие и так далее. И я уже тогда ездил за рубеж. А вот про удовольствие как-то мало кто говорил. А теперь я уже стал себя воспитывать в том смысле, чтобы получать удовольствие, и тогда оно... Я, честно говоря, это понял как зритель. Когда я вижу, что артисты получают удовольствие, я начинаю тоже его получать. Вот, наверное, этого. Вот. И жду встречи, конечно, с замечательной... Мы так вот привыкли говорить, публика немножко безлика. Я жду встречи с людьми Кыргызстана в зале, и я помню, что всегда молодежи много в зале, и, в общем, я жду этой встречи. Я, может быть, даже еще поговорю немножко со сцены. Скорее всего, это тоже будет. Ну, чуть-чуть расскажу. То, что вам не расскажу сегодня. То есть вот вы будете рассказывать Немножко, о композиторах, об думаю, истории кларнета? Нет, вряд ли. Я же не музыковед. Но какие-то интересные вещи, которые я в силу профессии знаю, просто какие-то факты, может быть, иногда помогают настроить оптику слушателю, особенно слушателю, который, например, не часто ходит в концертный зал, а еще кому-нибудь, кто пугается от имени Шнитке, такое тоже бывает. И иногда можно с коротким словом как-то это снять и настроить на правильное восприятие, на удовольствие. Да, а почему в свое время выбором стал кларнет? Вы знаете, это довольно долгая история. Она частично произошла случайно. Это сложно в деталях рассказать. Но так вышло, что я из маленького города родом, недалеко от Харькова, в Украине. И там просто не особенный был выбор инструментов. Да. И так вышло, что кларнет, а потом была Москва, и я начал заниматься уже серьезно. Было в незапамятные времена. Вот, и
вот как-то пошло, и мне просто очень понравилось. Давайте немножко вот о кларнете, вот чтобы не самый такой распространенный инструмент, как солирующий. Согласен, согласен. Хотя довольно распространенный. По сравнению, например, с другими духовыми инструментами, наверное, наш кларнетовый репертуар, ну, может быть, флейтисты с нами поспорят, но, пожалуй, наверное, самый богатый. Особенно по количеству композиторов первой величины, которые писали для кларнета. Моцарт, Брамс, Вебер, там, Прокофьев, много. Но я помню, что меня привлекло в кларнете еще в таком совсем несознательном возрасте. В общем-то, я был обычный мальчишка, в том смысле, что я не особо любил заниматься, меня всегда улица ждала и так далее. Но, тем не менее, я, во-первых, тембр, богатый тембр, очень близкий к человеческому голосу. У меня вообще есть такая теория, что чем более нейтральный тембр у инструмента, вот, скажем, нейтральный такой, емкий, что ли, да, тем более этот инструмент популярен. Например, у фортепиано тембр вообще довольно нейтральный, такой, он не характерный, да, вот какой-нибудь английский рожок или еще какая-нибудь разновидность, например, да, это вот всегда очень яркая такая краска. И, с одной стороны, это большой плюс, потому что в оркестровом соло там гобой может в «Пете и волке» Прокофьева утку изобразить очень хорошо. Или флейта, там, птичку, и так далее, и так далее. Но для того, чтобы написать и сыграть большое сольное произведение, там, скажем, сопровождение оркестра или фортепиано, или вообще сольное, в какой-то момент эта краска становится, как бы сказать, не то чтобы однообразной, но вот она есть, а дальше что? Даже такой потрясающий инструмент, как арфа, как мне кажется, по сравнению с роялем, немножко этим грешит. А у кларнета из духовых инструментов может быть один из самых вот нейтральных тембров, в том смысле, что он может изобразить и что-то героическое, и красоту. Кларнету доступна очень тихая звучность. Мы можем играть пианиссимо, такой на грани. И в то же время и динамический масштаб есть. И вообще вот эти возможности, они сразу, меня очень, диапазон большой очень, да, то есть от довольно низких нот к крайне пронзительно высоким. И вот, наверное, как-то это. А потом уже я так полюбил этот инструмент, что ну, это как в отношениях, да? Сначала любишь за что-то, за красоту, за еще, а потом все, вы уже просто, ты уже не знаешь, за что ты любишь. И также и с этим инструментом, поэтому сейчас он в моей жизни отошел, ну, уже довольно давно на второй план. Потому что дирижирование — это очень тяжелая, трудоемкая деятельность, которая требует много времени. Но, тем не менее, я всегда возвращаюсь к кларнету как к старому другу. Вот, как-то так. Это вообще вот я из той публики, которая пугается при слове «шнитке». И вот я тоже думаю, что кларнетист и дирижер — это тоже не самое распространенное сочетание, что вот скрипач и дирижер. Или тоже это вот мое мнение ошибочно? Я бы не сказал, что оно ошибочное, в нем действительно есть своя правда. Во-первых, кларнетистов просто меньше, чем скрипачей. Во-вторых, ну, представьте себе симфонический оркестр. В нем, как правило, вот в нормальном, как в Германии оркестры делятся на классы по количеству народа. Вот в оркестре класса А обычно 4 кларнетиста или 5. В оперном оркестре может быть 7 или 8. А скрипачей 30-35. Их, в принципе, больше промышленность выпускает, чем у нас. А во-вторых, скрипачи довольно часто, например, приходят к дирижированию через работу в оркестре. Что я имею в виду? Вот, скажем, концертмейстер оркестра, первая скрипка, довольно легко может стать дирижером, потому что это уже такая промежуточная работа своего. В ней уже есть что-то дирижерское. Ну, кларнетист сидит там в 5-м ряду. Да, у него соло, конечно, безусловно, первый кларнет — важная фигура в оркестре. Но концертмейстер оркестра — это в какой-то степени руководитель.
Вот. Пианистам тоже чуть легче, может быть, перейти в эту профессию. Фортепиано само по себе как оркестр. Например, довольно часто известный концертирующий пианист вдруг приходит к тому, что он хочет сыграть, например, фортепианный концерт Моцарта, а как один из их много, или Бетховена без дирижера. Потом ему, а это такая вирусная штука, вот ты когда, как Рикардо Мути говорит, великий дирижер, всем стоило бы попробовать, когда ты делаешь вот это вот движение, и возникает звук почему-то. Вот. В этом что-то есть, какая-то магия. Но, возвращаясь к кларнету, есть кларнетисты и дирижеры. Я далеко не один. Есть знаменитый финский дирижер Осмо Вянская, который до сих пор, ему сильно за 60, он дирижер с мировым именем, он иногда берет кларнет и играет. И недавно диск записал даже. Вот. Есть еще ряд людей. В России, я должен сказать, что вообще в какой-то момент возник такой вирус. Я не связываю самонадеянно с собой, но вообще действительно, когда примерно одновременно или чуть позже того момента, когда я очевидно совершенно стал двигаться в сторону дирижирования, это было там в конце нулевых, многие мои коллеги и ровесники тоже начали как-то этим заинтересовываться, и некоторые стали дирижерами. Так что все бывает. А это такой же вот переход, да, вот как актер становится режиссером. Так и здесь, да? По-всякому бывает, по-всякому. Вообще это и у актеров же, и у режиссеров тоже, у них бывает по-разному. Есть люди, которые считали себя, вообще в первую очередь, режиссерами, ну, скажем, Басов. Да? Он вообще, ему интереснее было заниматься режиссурой, но мы-то его все помним как Стамп в электронике и этот в «Москва слезам не верит», вот эта эпизодическая роль. И тогда мы его помним как артиста или как волка в красной. У него гигантское количество ролей, да, даже в Афоне вот этот вот товарищи, вот помните, третий месяц, ну и так далее. Значит, но он себя видел в первую очередь режиссером. Кстати, интересно, что такой крупный актер, как Вениамин Смехов, в 90-е и нулевые годы был оперным режиссером. Вообще мало кто знает. Причем он в Германии в нескольких театрах поставил несколько опер. Я все давно хочу найти где-нибудь в архивах записи этих спектаклей. Это очень ужасно интересно. Казалось бы, где вот театр на Таганке и Атос, а с другой стороны оперная режиссура в Германии. Непонятно как. Но это я отвлекся. В моем случае этот переход произошел очень легко и непринужденно. Я некоторое время занимался и тем, и другим, а потом вот поезд кларнетовый стал плавно замедлять ход, а дирижерский, наоборот, ускорять. И я как-то так легко перескочил, и никогда не было дилеммы, чем заниматься. Просто когда стало больше дирижирования, и когда я понял, что я могу этим, в общем-то, даже просто зарабатывать, это тоже важно, я понял, что да. Вот. А как составляется программа концерта? Вот одна музыка должна же дополнять другую, я правильно понимаю? Да. Создавать общее настроение? Или контрастное. Вот как вы выстраивали программу концерта, который, я напомню, состоится 19 апреля в Театре Кыргызской драмы? Она так как пазл немножко собралась, потому что было ясно, что, наверное, кто-то захочет меня на кларнете здесь услышать. Ну и, в общем, это не так часто здесь звучит кларнет. А концерт Моцарта — это, ну, как сказать, ну вот как «Лебединое озеро» — это балет балетов, наверное. Также это концерт концертов. Это главное, что написано для кларнета за историю кларнета. И я этот концерт играл, я не возьму сказать сколько раз, но вот география такая от Пекина до там Йоханнесбурга, везде, очень, может быть, в Америке не играл только. И вот это легло. Потом у Шнитке произведение «Моцарт а-ля Хайдн», там явно есть отсылки к Моцарту. Вообще-то мы хотели сыграть монументальное такое произведение, как концерто Гросса Шнитке, первое во втором отделении, и закончить им концерт.
Потом мы решили, что пусть будет инъекция музыки 20 века небольшая сначала, а в следующий раз мы обязательно сыграем. И там есть еще некоторые маленькие наши детали, внутренний, там, скажем, клавесин, приготовленное фортепиано используется, все это не очень понятно, где доставать, все связано еще с площадкой и так далее. Вот, потом я стал разговаривать с Дарьей, которая прекрасная скрипачка, и мы долго думали, а что же нам сыграть. Тут еще надо понимать, что оркестр-то струнный, то есть много есть произведений, которые просто мы не сыграем с этим составом. И вот из того, что есть для скрипки со струнным оркестром, нам обоим показалось интересно сыграть вот этот юношеский концерт Мендельсона. У него вообще-то есть ми-минорный концерт, который, наверное, это его самое популярное произведение после, конечно, «Сна в летнюю ночь», особенно после «Свадебного марша», который вообще знают все. Но, опять же, ми-минорный концерт Мендельсона, помимо того, что он много раз звучал, скорее всего, в Бишкеке, но потом это произведение для скрипки с симфоническим оркестром. А ре минорный — это именно струнный оркестр. И вот следующий, как бы, фрагмент пазла сошелся, и нужно было что-то еще, и такой своего рода аперитив в начале, и вот эта струнная симфония Мендельсона как раз идеально легла. Но еще будут некоторые сюрпризы. Там будет кое-что на бис сыграно, это я не буду сейчас рассказывать, но это будет еще немножко в другую сторону, и это будет такой изысканный довольно десерт, мне кажется. То есть вы уверены, что мы-то уж бис вам устроим? Да, мы клакера пригласим. И вы оговорились, что в следующий раз вы сыграете, значит... Будем надеяться, если в следующий раз состоится в наше время, которое не предполагает долгосрочного планирования, то мы, да, сыграем, я думаю, сыграем. Мне кажется, у нас есть уже кредит доверия людей, публики, которые... Вообще, этот «Концерто Гроссо» — это удивительное произведение. Я сейчас, дело в том, что нахожусь в центре одной большой работы в Саарбрюкене, в немецком городе, с оркестром радио, который называется Deutsche Radio Philharmonie. Это довольно хороший немецкий радиооркестр. Мы в течение 5 лет записываем все произведения Шнитке для скрипки с оркестром. Со скрипачом Фридеманом Айхорном. И кое-где у него так вышло, что довольно много произведений именно для 2 скрипок. И к нам еще присоединяется всемирно известный скрипач Вадим Глузман. И вот это такая большая работа. Моцарт а-ля Гайдн мы уже записали еще в первую сессию. Раз в год приблизительно мы собираемся, когда позволяет расписание оркестра, солиста и мое, и звукорежиссера. И вот скоро еще одна сессия. Поэтому я сейчас очень глубоко в этом композиторе и должен сказать, что он до такой степени стал уже во всем мире классиком, что пора бы уже перестать его опасаться. Это очень понятная музыка, правда. Вот Шостакович ведь классик, вот и Шнитке тоже уже классик. Он прошел проверку временем, и вот он останется в бессмертии, это абсолютно точно. Так что, да, в следующий раз продолжим, я думаю. Если забить ваше имя в Google, то первые 10 вариантов будут Валентин Урюпин, самый разносторонний и востребованный, вот это одинаковая совершенно формулировка, кларнетист и дирижер молодого поколения. Как вы сами вот себя бы представили, кем вы себя воспринимаете? Ну, может быть, в этом есть какая-то доля истины. Ну, вообще, мы же понимаем, что... Чувствуете себя... Обычно это текст, который кто-то придумал, а потом все его... Все его скопировали. Да. Чувствуете себя молодым и востребованным? Но молодым я уже, может, не так уж сильно молод, но, в принципе, молодым я себя чувствую, да. Я недавно... Где-то я шел в одну из предыдущих недель в Бухаресте, что ли, где-то была толпа молодежи, студенты, 24-25,
И я думаю, ой, как хорошо, надо бы зайти посмотреть, что это, ровесник. Потом смотрю, ой, мне же 38 уже, господи. Но я именно об этом вспоминаю как-то с некоторым даже удивлением. А что касается востребованности, ну, да, я себя поневоле чувствую востребованным, потому что это так и есть. Я действительно, мое расписание действительно занято и расписано на много месяцев вперед. Это сложно в наше время говорить, особенно после пандемии, о том, что что-то расписано на сколько-то вперед, но тем не менее мы все равно должны планировать наперед. Я даже вам могу сказать, что некоторые проекты, скажем, которые были запланированы в 2019 году на 2023, они вот как-то плавно перескочили пандемию и все-таки состоялись. Да, удивительно. Вот, но востребованность — это важная часть нашей профессии, и она не так уж и однозначно хороша. Она еще и налагает определенные, это некоторое, как бы сказать, некоторый груз, который чуть придавливает к земле. С одной стороны, да, приятно знать, что через 3 года если ты будешь жив-здоров, и если ничего глобально плохого не случится, то ты будешь, например, там, в Амстердаме или в Нью-Йорке или в Токио. Или вот в Бишкеке так далеко не планируется, но, допустим, и в Бишкеке тоже. Но, с другой стороны, иногда, наверное, хочется какой-то спонтанности в жизни тоже, хотя она тоже присутствует. Например, у меня была история год назад. У меня выдалось 2 недели пустых, такое бывает тоже. И я отправился, Дарья уехала по своим делам, а я отправился шляться по Восточной Европе. Просто так, с рюкзаком, на поездах каких-то, на фликсбусах, на автобусах. Я заехал в Белград, в Сараево, в Загреб. И как-то меня занесло на пароме в Италию, в Рим, в Анкону, а потом в Рим. И я сижу на репетиции в Санта-Чичилии, на репетиции Даниэля Гатти, это выдающийся дирижер. И вдруг мне просто мой менеджмент пишет: быстро в аэропорт, ты летишь в Прагу, у тебя репетиция утром. Заболел дирижер. Можно было бы отказаться, конечно, но я не отказался. И таких случаев в моей жизни было уже довольно много. И вот таким образом дефицит спонтанности тоже как-то закрывается. Если нажать на эту фразу и раскрыть вот этот текст все-таки, то там выйдет целая страница ваши, вот, где выступали, с кем выступали, какие проекты реализовывали. Действительно, вот просто вот имена и места. А вы свои, вот какие проекты считаете такими важными или интересными для себя? Их так много. Я обычно запоминаю в большей степени музыку, которую играл. Вот такие вещи, как, например, то, что удается исполнять нечасто, то, что требует особенно большого погружения или больших исполнительских сил, например, симфонии Малера. Я помню все исполнения симфонии Малера, в которых я участвовал. Или какие-то оперные постановки, которые особенно мне родные, в которых удалось работать с выдающимся режиссером и с прекрасными певцами. Вот тоже, например, мы сыграли одна из последних на сегодняшний день моих работ в России. Это был «Мертвый город» Корнгольда, изумительная опера, которая написана 100 лет назад, и мы сделали российскую премьеру. И этот спектакль идет до сих пор в Новой опере в Москве. Или когда ты что-то делал первый раз. Я отчетливо помню первый раз, когда я вышел за пульт. Это было почти 20 лет назад. Это для биографии ничего особенного, а для меня это важно. В общем, всегда все идет не столько от престижности, хотя, да, приятно работать с великими оркестрами, и, конечно, очень приятно работать с великими солистами. Но запоминается иногда что-то
может быть, не такое пафосное, но лично для меня интересное. Ну и потом, конечно, как человек, который в музыкальном смысле очень семейный, мне всегда очень важно, чтобы была моя музыкальная семья. И, конечно, мои 6 лет руководства Ростовским симфоническим оркестром я вспоминаю просто как целое, потому что мы сделали такое количество прекрасного вместе с этими музыкантами. Кстати, некоторый десант этого оркестра был со мной и здесь, в один из приездов. Мы играли, был такой сборный фестивальный оркестр, и вот такие вещи тоже как целое, они запоминаются. Но, тем не менее, все равно главное впечатление — это чисто музыкальные впечатления. Это мы все служим великим композиторам. Для исполнителя композитор — это Бог. Это что-то, без чего бы музыки совершенно точно не было. И поэтому, наверное, мои впечатления, мои главные воспоминания связаны не только там с Токио, Нью-Йорком, Лиссабоном и так далее, и так далее. Это отдельное, это впечатления уже не музыкальные, а это такие впечатления, ну, почти туристические, потому что приятно быть в разных местах. Но главные музыкальные впечатления — это встречи с Моцартом, Шостаковичем, Брамсом, Шнитке, композиторами, нашими современниками и так далее. Игра с оркестром Эрниса Асаналиева — это ваш выбор? Это Виктория Юртаева предложила? На чем основывался ваш опыт? Вы знаете, я не помню точно, вот, кто в данном случае первым это высказал, но это как-то родилось в процессе обсуждения, может быть, год назад или чуть меньше. Но, вы знаете, это прекрасные музыканты. И под каким бы названием этот оркестр не фигурировал, я знаю, что там был довольно болезненный процесс какой-то вот там смены названия, смены учредителя, но это все равно, это те же музыканты, и они совершенно замечательные. Мне они очень нравятся. Вы знаете, они по-настоящему любят музыку, и они несут настоящий такой не душный, а свободный, какой-то молодой и очень яркий свет в вашей прекрасной стране. Мне кажется, что на концерты этого оркестра, и это большая заслуга и Эрниса как руководителя, как музыкального лидера, и также и всех вот этих ребят. Я, в общем, многих из них знаю по именам, кого-то вспомнил, кого-то сейчас заново выучил. Это совершенно чудесные музыканты, и я очень рад, что мы можем с ними здесь заниматься музыкой. Спасибо большое. Давайте еще раз в конце нашей беседы. Мне кажется, что наши зрители должны вдохновиться, обязательно прийти. Еще раз напомним, да. Когда, где. Значит, дорогие друзья, давайте сделаем уж тогда официальный анонс. Я Валентин Урюпин, и мы в целом музыканты, оркестр Эрниса Асаналиева и скрипачка Дарья Зиадинова. Вся эта прекрасная компания приглашает вас в пятницу, да, 19-го вечером в драматический театр Кыргызстана, где мы будем весь вечер играть для вас нашу любимую музыку и немножко о ней рассказывать. И это композиторы, которых уже нет в живых, но, тем не менее, благодаря своей музыке они живы, еще очень долго будут живы. И мне кажется, нас всех ждут незабываемые эмоции, какого-то тепла, радости и соприкосновения с музыкой, а также просто дружеского вечера. Так что приходите, мы вас очень ждем. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам, что были с нами. Обязательно приходите. Я еще раз подчеркну, что это будет театр кыргызской драмы имени Абдымамунова 19 апреля. Приходите. До встречи. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.